Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 20 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня девятка пиковая. Это то, что мешает, это то, что помогает. Это отношения. 3 карты. Работа. 3 карты. Карта на финансы и карта на совет. Итак, девятка пиковая говорит о том, что сегодня, скорее всего, придется больше всего задумываться о своей финансовой стабильности, о том, чтобы положение стало там прочным, безопасным и так далее. Вот, может быть, даже придется проявлять какую-то настойчивость, решительность, какие-то будут ситуации. И вообще вы будете добиваться каких-то надежных, стабильных условий. Больше всего это будет касаться как бы того, что происходит в обществе, в мире, да, то есть, может быть, это с работой связано, с деньгами и так далее. Кроме того, может быть, для кого-то это будет новая работа, новые обязанности, новые договоренности и так далее. Девятка пиковая – это карта, связанная с занимаемой должностью, это карта, связанная с ответственностью. Может быть, кстати, вот по этой карте недвижимость продается та, которая очень-очень долгое время не могла продаться. Да? Может быть, не в этот день продается, но уже какие-то подвижки начинаются. Может быть, диагноз правильно определен. Может быть, кто-то решится второе высшее образование получить и будет, может быть, поступать. Может быть, с родителями супруга, у кого есть супруг, да, с родителями супруга будете какие-то вопросы решать. Может быть, выступление на большую аудиторию или повышение в карьере, может быть, новые цели, какие-то новые направления совершенно, может быть, изменения в статусе, допустим, брак или там рождение ребенка или еще что-то важное. Может быть, что-то связанное с политикой будет происходить, то, что лично на вас будет иметь влияние. Ну и вообще вот эта карта связана с такой первой ролью, с популярностью, когда вас замечают. Хорошее время для того, чтобы давать рекламу, хорошее время, чтобы там засветить себя, свое дело. Что еще? Может, совет очень хороший сегодня можно получить, как исправить положение, наладить ситуацию и так далее. Что будет мешать? Семерка пиковая. Семерка пиковая говорит о том, что будут мешать какие-то известия, может быть, излишняя информация какая-то. Может быть, нужно будет оплачивать какие-то счета, может быть, накопились, да, счета, или, может быть, давно по почте было отправлено какое-то извещение, а вы его только что получили, сроки какие-то прошли. Может быть, будет мешать договоренность, какую вы раньше с кем-то заключили, а сейчас, допустим, нельзя выполнить эти договоренности. Теперь что будет помогать? Король червовый. Помогать будет все, что связано с домом, люди близкие, семейный бизнес, недвижимость домашняя, да, и вот то, что там гараж, земля, дача, вот что-то такое, все вопросы, связанные с домом, с домашними, с близкими людьми, с друзьями, вот это все будет помогать. Что тут конкретно? Ну, конкретно у нас здесь какой-то будет новый поворот в жизни, когда исполняются наши надежды. И даже, знаете, может быть такой момент, какое-то предвидение. Может быть, вы раньше были уверены в чем-то, а сегодня оно сбывается. Или, допустим, вы подумали, у вас была какая-то первая мысль, что вот именно так все произойдет, и под конец дня вы убеждаетесь, что да, действительно, по-вашему все и произошло. А если, допустим, кто-то из домашних болел или из друзей, да, то есть возможность выздороветь. Если говорить о вашей личной репутации, да, то здесь какая-то очень хорошая репутация, тем более, что, может быть, ваши близкие в этом тоже какое-то принимают участие. В общем, будет помогать наш дом и близкие, наши чувства заботы, наша ответственность за близких и так далее. А теперь посмотрим, что ждет в отношениях.
А для тех, кто в поиске партнера, туз бубновый. Замечательная просто карта, которая говорит о том, что можно встретить человека действительно подходящего, особенно для женщин, это как будущий муж. Человек очень оптимистичный, который способен цели ставить, добиваться их. Человек веселый, человек, который умеет и работать, и отдыхать, который, в принципе, любит детей, который умеет зарабатывать, может быть, не слишком много, но достаточно для того, чтобы жить комфортно. Теперь для тех, кто в паре. Валет бубновый. Карта говорит о том, что у вас, возможно, какие-то сложные взаимоотношения сегодня, которые нужно будет стабилизировать. Может быть, кто-то вмешается в ваши отношения. Давайте посмотрим, кто это может быть. Вы знаете, кто-то из близких людей может вмешаться, да, это может быть либо друг, либо, может быть, родители, либо даже дети, в общем, любые люди, к которым вы хорошо относитесь, они вот каким-то образом на ваши отношения влияют сегодня и создают сложности. Кроме того, может быть, допустим, вам нужно от партнера сегодня понимание, а он как-то либо занят, либо как-то отвергает вас резко, да, то есть может такое быть. Но вот карта говорит о том, чтобы вы все-таки старались стабилизировать тут ситуацию, чтобы резко не реагировали. Знаете, вот здесь, может быть, у вас будет очень активный день, и вы вот в таком настроении боевом, да, можете начать общаться со своим партнером. И вот как бы здесь можно наломать дров. Осторожнее нужно быть сегодня, да. Особенно те решения, которые сегодня будете принимать в отношении своего, то есть по поводу своего партнера, вот здесь нужно быть осторожнее, не рубить с плеча, а лучше отложить все важные решения на завтра. А теперь для тех, кто в ссоре, десятка трефовая. Карта говорит о том, что пока может быть сложно что-то поменять, либо ваш партнер, с которым вы поссорились, стоит на своем, он как-то защищает свою позицию. Может быть, у вас ссора была связана с деньгами, или, может быть, с тем состоянием, в котором сейчас находится общество, да, может быть, здесь что-то было связано с работой, с потерей работы, да, и вот из-за этого могла быть ссора. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, если на вас будет партнер как-то нападать эмоционально, нужно защищать себя. И вообще лучше бы сегодня отложить ваше примирение или, может быть, попросить человека, который действительно имеет влияние на вашего партнера, чтобы он за вас замолвил словечко. Тогда вот ситуацию можно исправить. Либо переложить на завтра. Для работы у нас карты. Для тех, кто в поиске работы, девятка бубновая. Здесь могут быть какие-то переменные. Оканчивается период поиска работы. Причем это на энергетическом уровне происходит. Даже если вы сегодня еще работу не найдете, то она вот уже где-то рядом с вами. Кроме того, могут быть какие-то отрицательные эмоции вот во время поиска работы. Может быть, вы как-то будете себя резко вести, неправильно себя вести, как-то можете отреагировать не так, как вам полезно, да. Но на самом деле, если сегодняшняя работа как-то у вас уйдет, отпадет, это значит, она вам просто не нужна. Может быть, это событие вам показывает, что нужно искать в другой теме, другую какую-то профессию. Может быть, что-то здесь вы неправильно ищете, нужно что-то поменять. Так, посмотрим, что именно. Может быть, вы ищете работу, ради денег, а вам карты рекомендуют посмотреть такую работу, которую вам нравится делать, вот в которой душа лежит. Или коллектив, в котором вас воспринимают, начальник, который к вам относится хорошо. Вот здесь нужно на это обратить внимание. Восьмерка трефовая для тех, кто уже работает. Карта говорит о том, что каких-то своих целей вы сегодня достичь не можете. То ли слишком завышает руководство цели и планы для вас, то ли вы сами слишком много от себя требуете. Но вот карта говорит о том, что не нужно идти напролом, нужно искать какие-то пути обходные, и это для вас намного лучше. Может быть, что-то отложить на какое-то время, да, какую-то
какая-то ситуация здесь требует времени. Что еще важно? Важно то, что ваши цели, какие-то большие планы, они осуществятся просто не сейчас, немного позднее. Вот, может быть, сегодня кто-то вам откажет, и это для вас будет очень неприятно. То есть вы, может быть, не рассчитывали на то, что получите какой-то отказ. А может быть, знаете, какой-то человек у вас появится на работе, который как-то враждебно может себя повести. Но, в принципе, кстати, еще здесь может быть какая-то опасная ситуация на работе в плане вот для здоровья, да, то есть будьте осторожны, если вы работаете с какими-то предметами там тяжелыми или острыми, да, тоже нужно быть осторожнее, либо просто избегать ситуаций, которые могли бы угрожать вашему здоровью, быть очень осторожными. Так. В общем, если что-то сегодня не решается, не нужно переживать, это просто время нужно для того, чтобы ситуацию разрешить. Для тех, у кого свое дело, валет червовый. Карта говорит о том, что вы будете сегодня работать в очень комфортной обстановке, может быть, из дома, может быть, вам будут помогать близкие люди, может быть, вы будете работать с коллективом, который вас очень любит, да, или ваши клиенты к вам лояльно настроены. В общем, очень хорошее время, когда вы чувствуете вот надежность в своей работе, вы чувствуете, что вот как раз все идет так, как вы хотели, как вы давно ждали. Давайте посмотрим, чего именно это касается. Но больше всего это касается каких-то перемен в прошлом, да, вот, допустим, происходят перемены сейчас в обществе вообще, вот в связи с пандемией, с тем, что долгое время были закрыты предприятия, да, вот у вас начинает выравниваться ситуация, у вас люди приходят нужные, заказы появляются, в общем, все у вас нормализуется, и вы можете вот наконец свои вот профессиональные какие-то качества, свой опыт начать применять наконец-то. А теперь посмотрим, что в денежках. Король бубновый, это карта вообще денежная, это карта удачи в различного рода продажах, это удача для коммерции индивидуального предпринимательства. Если вы фрилансом занимаетесь, тоже будут денежки. Если вы продаете, допустим, за границу, да, ну, в общем, по интернету, допустим, продажи тоже очень удачные. Ну и вообще карта, которая говорит о том, что идет какое-то увеличение финансов, расширение возможностей в плане финансов. Может быть, даже вот эмоции какие-то по поводу денег. Туз червовый у нас как совет. Это значит, что сегодня лучше проявить активность где только можно. Активность – это то, что открывает все двери, это активность в коммуникациях, то есть проявлять, ну, как бы знакомиться первыми, да, начинать разговор первыми. В общем, везде инициатива приветствуется. Ну и кроме того, здесь могут решаться какие-то важные проекты, важные дела по поводу проектов крупных, по поводу каких-то финансовых сделок, да. Ну, в общем, все, что вы планировали, вот сегодня оно требует вот именно ответственности, инициативы, оно требует, знаете, уверенности в себе, скажем так. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.